Обращаю внимание, что когда вы говорите эти вещи, я слышу вас. Мне зачастую... Я воспринимаю это так. Это хорошо заниматься действиями, лишь бы не быть в намерениях. Как правильно воспринять? Как это правильно трактовать, чтобы не потерять важность намерения? Ну я снова говорю, я не вижу никакого предпочтения одного перед другим, потому что если ты находишься в намерении, то ты просто так, как ветер. Ангел такой, да, витаешь и все на этом. Если ты только в действии забываешь о намерении, тогда что есть в твоем действии? Я, скажем, пошел на кухню суп варить, без намерений. Так я что, повара? А если я это делаю к собранию товарищей, когда они будут сидеть и кушать, и будем вместе говорить и думать, и так будем поднимать важность Творца, тогда суп становится просто священным средством, потому что с помощью него мы объединяемся, разогреваемся, можем как-то выразить что-то друг другу, проникнуться друг другом, включиться. Это становится какой-то, не знаю, поводом для поручительства, духовным кли. Да, а что там? Сколько-то литров воды, и там насыпал еще чего-то туда, и что, становится духовным? Да. И тогда это настолько, что ты начинаешь в том самом супе, во всех его компонентах, ты начинаешь видеть в них не материальные части, материальный как бы исчезает. Исчезает. Ты вдруг начинаешь видеть во всем этом действии и во всех компонентах вот этого продукта видеть духовные силы. Ты начинаешь видеть в них желания твои и других в подготовке, и духовные наслаждения, которые в них облачаются. И вдруг этот мир начинает так вот испаряться, исчезать, рассеиваться. И ты видишь, что это не суп и не тела, а все это связь между желаниями. Вот именно так. И у этого мира нет никакой реальности. И просто сейчас ты так вот видишь, потому что у тебя нет восприятия в других килим. Но потом ты видишь во всех этих вещах, что это не твои руки, что ты работаешь желаниями, что в воде, в кусочках мяса, картошки, еще там чего-то, то, что есть в супе, ты начинаешь видеть, что это наполнение, желание, намерение, и вместе, как они все это готовятся, так что вокруг вот этого наполнения на первом уровне подняться на наполнение на втором уровне и так далее, ты перестаешь видеть материальное. И это действительно так. Этот иллюзорный мир просто себя, просто проявляет себя как иллюзорный. Так и представляется. То есть вот он показывает, что он иллюзорный.